Здравствуйте! В эфире «Настоящее время». С вами Наташа Мозговая. Сегодня в программе. В Российской Думе называют кризис в отношениях США и России новым изданием холодной войны. Сотрудничество по строительству Южного потока можно возобновить, если Россия будет выполнять требования ЕС. Дело писателей Виктора Шендеровича и Льва Рубинштейна вызвали в Следственный комитет России. Начинаем, как всегда, с Праги. Сергей? Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Самый главный человек по вопросам энергетики в ЕС дал интервью нашей программе. Еврокомиссар Марош Шефчович высказался о сотрудничестве Евросоюза с Россией после заявления Владимира Путина о сворачивании Южного потока. Этот проект, по мнению еврокомиссара, можно возобновить, если Москва поймет, что европейское энергетическое законодательство надо соблюдать. Если бы любая европейская компания захотела построить газопровод в России, естественно, она бы соблюдала российское законодательство. Мы готовы к обсуждению Южного потока с российской стороной, но и Россия должна четко понимать, что она должна быть готова к дискуссии о соответствии этого проекта законам Евросоюза. Поясним понятными словами. Третий энергетический пакет – это законодательные акты ЕС 2009 года. Их цель – разделить бизнес по продаже и транспортировке газа, чтобы повысить конкуренцию и снизить цены на энергию. Третий пакет – камень преткновения между Россией и Европой. «Газпром» одновременно и продает газ, и доходит до потребителей. В Москве уверены, мелкие поставщики сами не в состоянии построить такие крупные газопроводы. Поэтому третий пакет в «Газпроме» считают на практике нереализуемым, имеющим исключительно политическую подоплеку. Отмечу, завтра министры энергетики стран-участниц проекта «Южный поток» обсудят судьбу трубопровода. Европа ничего не выиграет от отмены строительства Южного потока. Более того, Еврокомиссии в этой связи, возможно, придется компенсировать ущерб Болгарии, Венгрии и Сербии. Об этом говорит старший аналитик компании IHS Energy Анна Гольцова. И вот фрагмент интервью, которое взяла моя коллега Екатерина Кочкина. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот в связи с тем, что Южный поток уже строить не будут, как это повлияет на газовый рынок в Европе? Основная задача «Газпрома» в последние 15 лет состояла в том, чтобы избежать или минимизировать объем газа, который идет транзитом в Европу через Украину. Южный поток, как проект, должен был завершить эту задачу. В данном случае, когда Южный поток больше реализован не будет, Россия вместе с Турцией нашла другой вариант. И этот другой вариант делает то же самое. Он исключает Украину в качестве страны-транзитера. Однако мы не видим возможности или видим мало возможностей, чтобы проект через Турцию был реализован в том же объеме, то есть в 63 миллиарда кубометров. Но на самом деле получается, что для Украины разницы нет. Их как исключали из списка транзитеров, так и продолжают. Для Украины действительно плохо в любом варианте. Для Европы, грубо говоря, никак. На самом деле. Скорее всего, даже хуже, потому что у Турции теперь появится больше шансов влиять на европейский рынок, потому что Турция будет ключевым или значительным транзитером в данном случае. Россия договаривается с Турцией, Турция получает какие-то свои преференции по цене, и значительный объем газа будет приходить в Европу через Турцию, а не через Украину. «Газпром» на данный момент уже потратил 5 миллиардов евро на закупку труб и всего оборудования для строительства трубы через Черное море. И поскольку Болгария не приступала на своей стороне к строительству, то «Газпром» был вынужден платить он уже оплатил эти трубы. Он платил за то, что простаивало судно, которое прокладывает эти трубы по дну Черного моря. Поэтому решение, в общем-то, должно было быть принято очень быстро. И получается, «Газпром» на данный момент дополнительных расходов нести не будет. Ну, то есть сейчас получается, что выиграли от отказа от Южного потока Турция и Россия, то есть в частности «Газпром». Турция самый главный выигравший элемент в этой системе. Украина, в принципе, чувствует себя лучше в этом варианте, потому что у России меньше маневра. Да, у России маневр на 32 миллиарда кубометров свободный, а на 60 уже значительно меньше. Поэтому Украина, в принципе, какой-то объем транзита
в ближайшей перспективе, там, в среднесрочной перспективе сохраняет. Европа не выиграет ничего, в общем-то. А страны, которые участвовали в Южном потоке, они все проигрывают. И Сербия, и Венгрия сейчас пытаются подать в суд на Еврокомиссию за то, что за потерянный ущерб от того, что этот проект теперь реализовываться не будет. Сейчас вот глава Еврокомиссии совершенно недавно заявил, что есть еще шанс, что Южный поток будет восстановлен как проект и строительство продолжится. Есть ли вообще такая возможность или все, уже дорога закрыта? В России, в «Газпроме» говорят очень четко на данный момент жесткие заявления, что нет, никакого возврата не будет, что мы закрыли полностью мы полностью закрыли проект, и мы не будем вести никаких переговоров о том, каким образом его изменить или реструктурировать. Отмечу, о Южном потоке сейчас говорят и пишут не только политики и обозреватели. Несостоявшийся трубопровод вдохновил и карикатуристов. Вот, например, как увидел его Сергей Ёлкин. Это программа «Настоящее время». Далее у нас эфир из Вашингтона. До США докатилось эхо из Москвы. Реакция Госдумы на принятие Нижней палаты Конгресса резолюции по Украине. Наташа, ждем от вас подробностей. Да, Сергей, сегодня в Госдуме состоялись слушания на тему «Россия-США. Временное обострение или новая холодная война?». Поводом послужила резолюция, принятая на прошлой неделе Палатой представителей США, которая жестко осуждает российскую агрессию против соседних стран. На вопрос, содержащийся в названии слушаний, глава Думского комитета по международным делам Алексей Пушков ответил положительно, назвав кризис в отношениях двух стран вторым изданием холодной войны. На том же заседании заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков обвинил Вашингтон в попытке сменить власть в России, а также вбить клин между Россией и другими бывшими республиками СССР. Россия, сказал он, не будет вступать в переговоры об отмене санкций и не пойдет на уступки Вашингтону в принципиальных вопросах. Позиция американской администрации по этому вопросу известна. США открыты для диалога с Россией. Санкции будут отменены, если Россия прекратит агрессивное вмешательство во внутренние дела Украины, в частности, поддержку сепаратистов. А вот мнение бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, которое она высказала, выступая на форуме Сабана, конференции, организованной в Вашингтоне Брукинским институтом. Российская агрессия и то, как далеко готов пойти Путин, остановят ли его экономические проблемы, падение рубля и цен на нефть, это остается для нас важным внешнеполитическим вопросом. Займется ли он этими проблемами или же попытается быть более агрессивным и националистически настроенным, вот с чем нам предстоит иметь дело, и вряд ли это будет завершено за 2 года. Это потребует больше времени. 2 года, о которых говорит Клинтон, это, вероятно, те 2 года, которые остаются Бараку Обаме на посту президента. Следующим президентом, в общем, может стать и она сама, хотя пока официально ни один потенциальный кандидат не заявил о намерениях баллотироваться. Что при этом думают граждане двух стран? В газете «Вашингтон-Пост» проанализировали результаты недавних опросов от, например, исследовательского центра Пью и Гэллоп. За последние 10 лет россияне и американцы никогда не относились так негативно к противоположной стороне, как сегодня. Доля американцев, которые благоприятно относятся к России, составляет около 30%. Среди россиян положительно относятся к США чуть более 20%. Гибель еще одного американского заложника, на этот раз в Йемене. Люк Сомерс, захваченный боевиками Аль-Каиды, был убит ими в ходе спецоперации по его освобождению. Реакция вице-президента США Джо Байдена. Мы не отступимся в своих усилиях придать правосудию тех, кто в этом повинен. Некоторые из них уже были наказаны во время рейда, но у нас еще осталось много работы. Это трагическое напоминание того, с какой жестокостью мы сталкиваемся. С визитом в США особые гости. Америка объявила о своей независимости от Британии 238 лет назад, но события в монаршей семье вызывают по эту сторону океана много эмоций. Президент Обама примет сегодня в Белом доме герцога Кембриджского, принца Уильяма, буквально через 10 минут. В честь его вчерашнего пребывания в Нью-Йорке с супругой Кейт Миддлтон небоскреб Empire State Building был подсвечен цветами британского флага. Как заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, визит герцога и герцогини Кембриджских должен подчеркнуть особый статус в отношениях между США и Великобританией. Между тем, в России новое дело писателей. Так, Сергей? Ну да, фактически можно сказать и так. Литераторы Виктор Шендерович и Лев Рубинштейн вызваны на беседу в Следственный комитет России. Шендерович отвечает на вопросы следователей сегодня, Рубинштейн завтра. Беседа связана с делом о нецелевом расходовании средств при организации фестиваля «Книги в парках». По словам литераторов, они участвовали в мероприятии бесплатно. Я участвовал в проекте «Книги в парках».
выступал, разумеется, как и большая часть людей, выступал бесплатно. Это был социальный проект. Вместе со мной аналогичным образом выступали десятки литераторов самой разной политической направленности, надо заметить, или вообще бизоны. А на допросы вызывают Льва Семеновича Рубинштейна и меня. Другие темы. Более 1000 жителей Ярославля вышли на митинг против отмены выборов мэра. С инициативой отменить голосование выступили намедни депутаты облдумы. Напомним, последнего избранного главу города Евгения Урлашова заключили под стражу по делу о вымогательстве взятки. Сам Урлашов вины не признал и назвал дело политическим. Организаторы митинга – сопредседатель партии «Парнас», депутат местной облдумы Борис Немцов и лидер движения «Солидарность» Илья Яшин. Мэров больше не будут выбирать жители Астрахани, Великого Новгорода, Самары, Перми, Сочи и других городов России. На митинге в Ярославле побывал наш корреспондент Андрей Королев. Незадолго до начала митинга я узнаю, что в Кировский РОВД вызван лидер «Солидарности» Илья Яшин, которого местные правоохранительные органы пытаются привлечь к ответственности за якобы спровоцированную им драку с известным ярославским нашистом. А 5 декабря неизвестные подожгли помещение, где хранились плакаты и транспаранты. Утром воскресенья в районе Наро-Фоминска полицией была задержана съемочная группа телеканала «Дождь», направлявшаяся в Ярославль для подготовки репортажа о митинге. Со всех сторон идет давление. Человек не может нигде свои мысли высказать. А если не приходить, тогда и совсем сложение на кладбище. 12 декабря губернатор Ярославской области Сергей Ястребов должен выступить с законодательной инициативой о назначении главы администрации и сити-менеджера Ярославля из числа парламентариев. Для этого предложено увеличить количественный состав депутатов за счет создания депутатских советов во всех 6 районах города взамен ныне существующего муниципалитета, в который входят 38 народных избранников. В результате депутатский корпус Ярославля может увеличиться до 180 человек. Губер рассчитывал, что проведет секретную, подлую спецоперацию, чтобы народ ничего не узнал. Тихо, под покровом зимы, отсутствие информации. Отменит выборы, потом Новый год все забудут. Вот так хотел. Выступавшим на митинге очевидно, что будущий выборный орган будет состоять в основном из ставленников партии власти, а значит, у губернатора Ястребова есть все шансы продавить собственную кандидатуру на пост сити-менеджера Ярославля. Это наша малая родина, и мы вправе, мы готовы взять на себя ответственность и выбрать ту власть, которую мы хотим. По результатам акции участники приняли резолюцию, среди основных требований которой немедленная отставка губернатора Ярославской области, принятие закона об отзыве депутатов и требование сохранить выборность мэра города. В США новые акции протеста против недавних решений присяжных не выдвигать обвинений против белых полицейских, чьи действия привели к смерти безоружных чернокожих граждан. В некоторых городах акции были мирными, а в Калифорнии полицейских забросали петардами и бутылками с зажигательной смесью. Подробности у корреспондента в Нью-Йорке Виктории Купчинецкой. Действительно, это настоящая волна протестов, которая проходит вот уже 5 дней от восточного побережья до западного побережья. Как ты уже сказала, где-то они проходят мирно, в частности в Нью-Йорке они проходят мирно. Здесь протестующие, недовольные, пользуются социальными сетями и используют такие очень интересные методы. Здесь в разных общественных местах города спонтанно возникают небольшие группы людей, они блокируют эти общественные места, например, городские мосты, или они появляются, например, на главном вокзале города. Иногда они ложатся на пол и имитируют смерть Эрика Гарнера, чернокожего человека, которому полицейский применил удушающий захват, в результате чего он умер. Здесь интересно привести статистику, что здесь, в Нью-Йорке, за последние 15 лет полицейскими в результате арестов или каких-то других столкновений было убито примерно 170 человек. Из этих 170 случаев только в 4 случаях полицейским были предъявлены официальные обвинения, только один из этих полицейских был признан виновным. Власти обещают принять меры, говорят о том, что будет открыто новое расследование внутри полицейского участка обстоятельств гибели Эрика Гарнера. Мэр города накануне заявил о том, что полицейские будут проходить специальную подготовку, которая будет направлена на снижение уровня насилия, будет
будет более широко использоваться такие нательные камеры, которые будут надеваться на полицейских. Они будут снимать все, что полицейские делают во время арестов, столкновений и так далее. Это спорный вопрос. Будут ли они эффективными, это пока что неизвестно. Интересно, что все эти протесты происходят тогда, когда у нас первый американский президент является чернокожим, а также глава министр юстиции является чернокожим. Но все вот эти вещи не устраивают активистов, и на следующей неделе, в субботу, в Вашингтоне пройдет такой большой марш на Вашингтон, который напоминает марш на Вашингтон в контексте борьбы за гражданские права, который проходил в 1963 году. Спасибо. Наташа. Да, это была Виктория Купчинецкая из Нью-Йорка. В Чечне новая инициатива «Отцы будут отвечать за детей». Сергей, что это означает? Так и есть. Глава республики Рамзан Кадыров пообещал выдворять родственников тех, кто встал на путь террора и ваххабизма, а их дома в Чечне равнять землей до фундамента. Напомним, на прошлой неделе в Грозном произошел теракт, в результате которого, по официальным данным, погибли 14 полицейских и 11 боевиков. Сейчас разрушенный дом печати восстанавливают буквально круглосуточно. Чем живет Грозный сегодня? Насколько эта инициатива Кадырова разрушает дома законно? Мой коллега Александр Касаткин. Российские СМИ показывают кадры спокойной современной столицы Чечни. А лидер Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что произошедшее не повторится. О ситуации в Грозном по телефону рассказывает фотокорреспондент Муса Садулаев. Здание восстанавливается стахановскими темпами, и слова Кадырова, что дом печати будет восстановлен к Новому году, я боюсь, что указ будет не исполнен вовремя, а будет исполнен намного раньше. Потому что работы восстановительные ведутся круглые сутки. В своем инстаграме глава Чечни Рамзан Кадыров написал в пятницу: если боевик в Чечне совершит убийство сотрудника полиции или иного человека, его семья будет немедленно выдворена за пределы Чечни без права возвращения, а дом снесен вместе с фундаментом. Кто и как находит эти семьи, насколько это законно и вообще сработает ли это? Говорит член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Методы коллективной ответственности, коллективного наказания в Чечне пытались использовать еще федеральные силовики. Проблема в том, что для них все чеченцы были на одно лицо, и поэтому это не срабатывало. Другое дело для местных силовиков. Все знают, кто чей родственник, кто за кого должен отвечать. Разумеется, это никоим образом незаконно. Но вопрос в том, что это и неэффективно. По крайней мере, с 2008 года в Чечне горят дома родственников боевиков. И сейчас, спустя 6 лет, повторять как нечто новое то, что чеченские силовики использовали и раньше, это как минимум странно. Дмитрий Медведев назвал Чечню визитной карточкой всей России. Чем на самом деле сегодня живет республика? Какая она, эта карточка? Об этом мы поговорили до эфира с журналистом Анастасией Кириленко, которая недавно вернулась из Чечни, где участвовала в съемках документального фильма. С ней говорила Шахида Якуб. Мне казалось, что все к этому шло. И вот мои французские коллеги, с которыми мы там были, они даже сказали, что в следующий раз, когда мы сюда приедем, через несколько лет есть риски, что уже будет новая война. Потому что на самом деле всем управляет один клан Кадырова, Делимханова, там первых лиц еще Патриота. Для них и бизнес, у них, допустим, золотые автоматы, дворцы и прочее. И, конечно, люди не дураки, и они это все видят, и чеченцам это на самом деле не свойственно, вот подчинение такой диктатуры, поэтому между собой они своих эмоций не скрывают. Опять-таки, как между собой. Я заметила, что в кафе стараются включить музыку погромче, говорить потише. Но вот, например, пользуются мобильными приложениями на телефонах, где не стесняются выражать эмоции. Но это то, что происходит в Чечне, с моей точки зрения, это издевательство над людьми, которые к тому же пережили войну. Вот вы сказали о дворцах, о огромных богатствах, которые якобы имеет тот же самый Кадыров и его ближайшее окружение. Но люди сами как живут, простые люди в селах?
Кто-то живет более или менее нормально из-за клановой структуры, да, в складчину вся семья собирается и строит дом. Например, сейчас в Чечне почти не осталось разрушенных домов, но есть то, что называется чеченский долгострой. То есть там вся семья собирается и 10 лет что-то строит. Безработица, конечно, огромная. Мужчины, как они объясняют, у них есть выбор работать в такси, в структуре, то есть в силовой структуре, и еще на стройке. И это практически все. Остальное, все хорошие места в администрации заняты Кадыровыми, не только Рамзаном, а там другими его родственниками. Знаете, вы сейчас описываете карточный домик, который может развалиться в любой момент. И мы опять окажемся в ситуации, когда в Чечне очередная война. Вы знаете, есть такое слово «почковтирательство». Это очень хорошо описывает то, что происходит в Чечне. Дмитрий Медведев сказал, что это визитная карточка всей России, что там все так отстроилось. Но, например, я еще следила за тем, как происходила презентация курорта Ведучи. Там уже не было снега, это было в феврале или в марте даже прошлого года, снега уже не было, и просто постелили белую материю, сняли это в сумерках и показали по НТВ, там какие-то надувные вещи, в общем, натуральная потемкинская деревня, над этим смеялись все. Стать угрозой национальной безопасности России сегодня легко. Надо просто долгие годы бороться за права жителей этой страны. Что это за скандальная история? Вашингтон, мы ждем от вас подробностей. Подробности, Сергей, будут через минуту. Сначала общая ремарка в связи с этой историей. Директор правозащитной организации Human Rights Watch Кеннет Росс считает, что действия российских властей – это преследование инакомыслия в самых худших традициях советских времен. В ходе своего первого за 10 лет визита в Москву Росс заявил, что президент Владимир Путин обвиняет в украинском кризисе и российских проблемах внешние силы, чтобы воздействовать на консервативную часть поддерживающих его россиян и не давать критиковать его собственные действия. Я думаю, отчасти старание Путина обвинить Запад, обвинить других — это попытка отвести критику от себя. Вы знаете, почему в России сегодня экономические проблемы? Там безответственная власть, устроившая такую авантюру, которую мы видим в Украине, а Запад, в свою очередь, не мог на это не ответить. Таким образом, вместо того, чтобы винить себя, винить такое правительство, которое возникает, когда отсутствует всякая критика, Путин будет винить других. Еще я думаю, что в основе всего этого лежит политическая нестабильность, и я боюсь, что это будет только усиливаться, поскольку Россия сейчас сталкивается с некоторыми настоящими экономическими проблемами, и это следствие авантюризма Путина в Украине. Теперь сама история. После 10 лет жизни в России Дженнифер Гаспар, американке, которая работала консультантом правозащитных организаций, пришло официальное уведомление миграционной службы с требованием покинуть страну. Основание – она является угрозой национальной безопасности России. Сегодня Дженнифер и ее супруг, россиянин Иван Павлов, адвокат, основатель НКО «Фонд свободы информации», гости нашей программы. Я адвокат. Все, что мы могли сделать, это на следующий день подать жалобу. Дело в том, что мы получили это уведомление, в котором было сказано, что Дженнифер должна была выехать в течение 15 дней, выехать из России в течение 15 дней с момента принятия решения об аннулировании вида на жительство. Мы начали смотреть, когда же принято решение, и поняли, что 15-й день как раз вот тот день, когда мы получили это письмо. То есть получается, что она должна была выехать сразу же, как только вот получила это письмо, то есть в тот же день. При том, что у вас 5-летний ребенок. При том, что у нас 5-летний ребенок. Ни у меня, ни у ребенка у нашего нет никакого другого гражданства, кроме как гражданства России. У меня вообще даже визы выездной, не выездной, господи. О чем я говорю? Может быть, я предвосхищаю события, но у меня не было визы даже для того, чтобы хотя бы в какую-то страну выехать. И суд вынес решение очень быстро, проигнорировав вообще все попытки наших юристов истребовать какие-то доказательства, которые так или иначе проливают свет, и разобраться, а действительно ли представляет Дженнифер угрозу национальной безопасности или нет. Суд принял решение в пользу Федеральной миграционной службы. Насколько я понимаю, вы предполагаете, что целью, собственно, была не Дженнифер, а вы? Я думаю, что здесь комбинация факторов, и моя работа, конечно, в большей части, наверное, явилась причиной, но и работа Дженнифер, которая, в общем,
достаточно долго помогала некоммерческим организациям развиваться в России. И сейчас эти организации, практически все организации, которые так или иначе независимые, получают независимое финансирование, независимое от российского правительства финансирование и ведут независимую деятельность, они вдруг стали неугодными для власти. Что вы думаете сегодня про Россию? Последний год уже стало другое место для меня. Я лично, и может быть это потому, что мне очень интересно смотреть, что происходит, имею в виду новости, мы смотрим каждый день, обсуждаем дома все вопросы, что происходит. А я просто заметила, что климат в стране сильно изменился. И я как американка стала чувствовать себя не очень некомфортно с точки зрения людей на улице. Как американка имеет российская дочка, которая должна ответить на вопросы, кто такой твоя мама, так далее, так далее. Просто некомфортно. Некомфортно, к сожалению. Люди находятся действительно под тяжелым таким давлением со стороны средств массовой информации, которая каждый день им внушает, что Америка – это враг, что все ополчились вдруг против России. И, конечно, на этом фоне иностранцам тяжело. Иностранцам тяжело вообще, а американцам тем более. 100 лет назад, в ноябре 1914 года, выпуск журнала National Geographic вышел под заголовком «Молодая Россия. Земля неограниченных возможностей». В Вашингтоне эту дату отметили балом, организованным Фондом американо-российского культурного сотрудничества. Репортаж Юлии Савченко и Сергея Москалева. Россия в 1914 году предстала перед глазами журналиста National Geographic Гилберта Гровнера по его собственному определению не государством, но миром с неистощимыми ресурсами. 100 лет спустя почетный президент Национального географического общества, внук фотографа Гилберт Гровнер-младший, рассказал о том, каких усилий его предку стоило собрать материала на 100-страничный специальный выпуск издания о России. В стенах Национального географического общества Гровнеру-младшему вручили награду Фонда американо-российского культурного сотрудничества за продвижение изданием связи между двумя странами. Награду получил и российский кинорежиссер Карен Шахназаров. Фильм, который уже в течение 3 лет регулярно показывают в Вашингтоне в рамках инициативы русской культуры Американского университета. По словам самого Шахназарова, впервые поприсутствовавшего на показе своего фильма в Штатах, несмотря на осложнившийся политический климат, культура остается связующей нитью между двумя странами. Я, честно говоря, давно не видел такой, в общем, аудитории, заинтересованной и настолько, в общем, благожелательной. Бывший посол США в России Джон Байерли также считает, что связи такого рода могут помочь в нелегкие политические времена. За то время, которое я провел, работая с Россией как дипломат, я осознал, что в отношениях двух стран все еще очень много недопонимания, как на государственном, так и на человеческом уровне. Именно поэтому, мне кажется, тот факт, что мы можем отпраздновать совместные достижения в области фотожурналистики и кино, помогает нам преодолеть недопонимание. В поддержку теории Джона Байерли на балу инициативы поддержки русской культуры и Американо-российского фонда культурного сотрудничества напряжение не чувствовалось совсем. Безусловный талант организаторов и воссозданная атмосфера киностудии «Мосфильм» сделали свое дело. Сам ты из пролетарской семьи докатился вот до такого. Знаешь, кто ты, Иванов? Ты агент мирового империализма. Юлия Савченко, Сергей Москалев. Специально для настоящего времени. На этом программа «Настоящее время» подошла к концу. Ее подготовили для вас «Голос Америки» из Вашингтона и «Радио Свобода» из Праги. Смотрите нас на ваших телеканалах, заходите к нам на сайт currenttime.tv. Сергей, до завтра. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в социальных сетях и в эфире своих национальных телеканалов. «Настоящее время» вновь наступит уже завтра. Я Сергей Дорофеев. Всего доброго и до свидания.